Давайте начнем с самого популярного и большую часть времени потратим на самом деле на рассмотрение именно этих инъекций. Это SQL-инъекции. Для этого нужно понять, естественно, что такое SQL, как он работает и как именно в него можно сделать инъекции. Если немного отвлечься, то на самом деле про большинство инъекций верно следующее. Если вы детально понимаете, как устроен тот язык или та технология, которую вы используете, ну, например, язык программирования плюс SQL, который вы используете для обращения к базам данных, то вы можете легко понять, где у вас потенциальное место для инъекций. То есть там, где используются пользовательские данные или данные, пришедшие откуда-то, не от вашей программы, а извне, пусть это будет другой сервер или как конкретный пользователь или еще что-то, и там, где вы эти данные подставляете в ваши запросы, это потенциальное место для инъекции. И зная возможности соответствующего языка или соответствующей технологии вроде SQL, вы можете понять, насколько это плохо, вот то, что здесь можно инъектировать какие-то данные. Для этого мы попытаемся разобраться, что такое SQL. Естественно, я не буду сейчас рассказывать полностью, как устроен SQL. Это, в общем-то, тема, как и многие наши другие темы, для отдельного семестрового курса, пожалуй. Но я постараюсь вкратце описать, что такое SQL, зачем он нужен. А нужен он в первую очередь для работы с так называемыми реляционными базами данных. Это базы данных, которые хранят все данные в таблицах. Но дело в том, что если у вас есть однотипные данные, вроде пользователей, каждый пользователь имеет логин, электронную почту, пароль, возможно, там, дату рождения, имя и так далее. Какой-то набор полей. Если у каждого пользователя есть данные в каждом из этих полей, то логично всех пользователей хранить в таблице, где каждая строка будет соответствовать какому-то пользователю, а каждый столбец какому-то полю или какой-то частичке информации. Например, будет столбец, отвечающий за хранение логинов, столбец, отвечающий за хранение паролей, и столбец, отвечающий за хранение дней рождения. Вот, собственно, реляционные базы данных, они и пользуются такими таблицами, и язык SQL нужен, чтобы делать запросы к таким таблицам. Но давайте ближе к делу посмотрим на конкретные применения языка SQL, чтобы потом в него что-нибудь обязательно инъектировать. Итак, вот есть таблица коты, в ней 4 записи, это называется записями, 4 строки, и для каждой записи известно 4 поля. Это имя, порода, возраст кота и хозяин кота. Ну, соответственно, здесь у нас представлено 4 кота, кот, Барсик, Проксик и Васька. И мы можем к этой таблице или к этой базе данных, а в одной базе данных может храниться много разных таблиц, делать разные запросы на языке SQL. Ну, например, такой запрос. Select имя from коты. То есть мы указываем, что мы хотим выбрать поле имя из таблицы коты. Так как мы не указываем каких-то ограничений на строки, которые мы хотим выбирать, то будут выбраны все строки. И, соответственно, на выходе у нас будет таблица из 4 строк из одного столбца, потому что мы выбираем только имя. И в этом одном столбце будет написано в первой строке кот, во второй Барсик, потом Проксик и Васька. Другой запрос, который можно сделать, это select имя, запятая порода from коты. Таким образом мы будем выбирать не только имя, но и имя и породу. Понятно, что на выходе будет 4 строки и 2 столбца. Всего вот 8 ячеек, которые выделены на слайде. Если вы не хотите перечислять, какие именно поля из каждой записи вы хотите выбрать, вы можете указать звездочку. Это означает выбрать все поля. В данном случае запрос select звездочка from коты, это одна из самых частых форм запроса, выберет абсолютно все записи и абсолютно все столбцы в каждой записи. Ну, то есть такой запрос просто отобразит вам, выдаст вам содержимое всей таблицы, если вам почему-то необходимо было получить именно абсолютно все записи этой таблицы. В запросах можно указывать условия, то есть как именно определить, какие строки из таблицы вы хотите взять. Например, select звездочка from коты, эта форма нам уже знакома, а дальше мы указываем условия. Ключевое слово where, заметьте, все ключевые слова написаны большими буквами, чтобы было удобней. И where возраст меньше 2, то есть выбрать только те строки, в которых возраст меньше 2. В данном случае всего одна строка подходит под это условие, поэтому в результате этого запроса вам будет разрешена одна строка, и в ней будет все 4 столбца, потому что было указано select звездочка, то есть select всех полей из нашей таблицы коты. Цифра 2 в запросе обозначена рыжим цветом, это означает, что в принципе мы можем дать право пользователю влиять на этот параметр. Ну, например, пользователь хочет выбрать всех котов, которые младше какого-то определенного количества лет. Он указывает, младше 2 лет у нас получился такой запрос. Младше 3 лет, соответственно, там будет меньше 3. И это вот на самом деле то самое место и есть, куда потенциально пользователь плохой, который будет писать туда не числа 2, 3, 10 и так далее, а злоумышленник попробует вставить данные, инъекцию, да, чтобы повлиять на ход выполнения запроса. Еще немного про условные запросы. Ну, например, вот такой запрос. Возраст меньше 2
или порода Йорк. То есть нас интересуют все коты, которые имеют породу Йорк, либо которые очень молодые, имеют возраст меньше 2 лет. В данном случае под такое условие подходят 2 кота, и они будут возвращены таким запросом. Цифра 2 и слово Йорк здесь выделены рыжим. Это означает, что пользователь может влиять на максимальный возраст, младше которого коты его интересуют независимо от породы, или на породу, коты которые его интересуют независимо от возраста. Вот давайте представим, что у нас был запрос select звездочка from коты, where порода равно, и дальше указывается то, что ввел пользователь, то есть коты какой породы его интересуют. И внезапно пользователь ввел не просто Йорк, а Йорк кавычка. Обратите внимание, там есть рыжая кавычка перед черной кавычкой. То есть пользователь ввел именно Йорк кавычка. Если эти данные прямо подставить в SQL запрос, то произошло следующее. SQL считает, что строка закончилась, то есть шла кавычка, Йорк кавычка. В данном случае строка закончилась, после этого идет еще одна кавычка. Естественно, в ответ он выдаст ошибку. То есть, оказывается, есть данные, которые, если указать в качестве породы на каком-нибудь, например, сайте, если сайт корректно не обрабатывает, и вот, например, не обрабатывает наличие кавычек, то вместо ответа получится ошибка, потому что в SQL запросе, который сложился от сайта к базе данных, где хранится информация о котах, случилась непредвиденная ситуация. Там появилась кавычка, закрылась, а после нее вдруг еще идет одна кавычка. Сервер базы данных вернет ошибку с информацией о том, что синтаксис запроса неправильный. Ну и дальше приложение, которое работает на сайте, может либо эту ошибку показать пользователю, либо самостоятельно ее обработать, и, например, пользователю показать просто информацию о том, что загрузить данные не удалось. В любом случае, это означает, что запрос был некорректно обработан, и значит, это потенциальное место для SQL-инъекции. Давайте попробуем расковырять это место и сделать так, чтобы запрос все-таки был корректным, но он сделал не совсем то, что предполагали разработчики сервиса, которые вот написали такой запрос. А именно, возьмем и добавим к нашей строке, которую мы передаем сервису, пробел и 2 дефиса. В сервере базы данных MySQL, который работает на большинстве сайтов и обеспечивает не очень высоконагруженные сайты, 2 дефиса после пробела означает начало комментария до конца запроса. То есть на самом деле все, что идет после пробела и 2 дефисов, отбрасывается. Поэтому в данном случае запрос получится корректным. Итак, мы передали в качестве породы, которая нас интересует, следующую строку. Йорк, кавычка, пробел, 2 дефиса. При этом при подстановке этого всего в SQL запрос получилось так, что Йорк и кавычка встали в запрос, а дальше шел комментарий. И в итоге нам вернется одна строка той кошки, которая имеет породу Йорк. Можно считать, что мы таким образом проверили, есть ли SQL-инъекция в этом параметре. То есть мы поставили туда Йорк, кавычку, 2 минуса, и нам вернулась одна строка со значением Йорк. Если бы там не было SQL-инъекции, эта бы строка не вернулась, потому что у нее порода не равна Йорк, кавычка, пробел 2 минуса. Она равна просто Йорк. Но раз она вернулась, значит там действительно есть SQL-инъекция, и можно копать дальше и пытаться делать уже что-то плохое. Ну, например, давайте поставим вот такую строчку. Опять рыжим выделено то, что мы подставляем, а черным то, что есть в запросе, на что мы влиять не можем. Итак, подставим туда кавычка, or1 равно 1, 2 минуса. Значит, 2 минуса означает комментарий, это мы уже знаем, и все, что справа, отбрасывается. А получается запрос следующего вида. Выбери мне все записи из таблицы коты, которые удовлетворяют следующему условию. У них либо порода пустая, таких записей нет, либо единица равна единице. Очевидно, что единица равна единице – это утверждение, которое верно абсолютно для любых записей в нашей таблице. А так как достаточно, чтобы только оно было выполнено, а порода равно по той строке не обязательно, чтобы было выполнено, получается, что в ответ на такой запрос нам вернутся все 4 строки. Итак, ладно, если дело идет про котов, но если дело идет, например, про таблицу пользователей, то мы внезапно научились возвращать не одного конкретного пользователя, а сразу всех пользователей, просто добавив в качестве параметра идентификатор пользователя или еще какого-то следующую строку. Кавычка or1 равно 1. Ну и дальше комментарий, чтобы отсечь весь хост, который был.